Хватит спать, пятница стучится в окна и в сердца. Будем мы сегодня зажигать, чтобы утро точно началось с лица. Ну а точнее с лиц двух прекрасных: Вероника Томтосова и... Павел Танин. Да, Я думала, ты уже договоришь за себя, сам себя не похвалишь. самому себя хвалить немножко моветон. Тем не менее, доброе утро, Якутии. Да, доброе утро, всем хорошего настроения. Давайте, правда, начинать с лица, с улыбки на этом прекрасном лице, чтобы день был замечательным, задался прямо с утра. Ну а прямо сейчас о погоде. Итак, в центральных районах 21-25 ниже 0, в Заречной группе 18-20 со знаком минус, в южных минус 11, минус 16, в Вилюйской группе 28-31 ниже 0, в Нижнеленских 19-40 градусов холода, в западных минус 22, минус 32, в Колымо-Индигирской группе Улусов 32-46 градусов мороза. В Янских минус 45, минус 52. На северо-западе 36-44 градуса холода. В Якутске температура в 6 часов утра составила 25 градусов со знаком минус. К сожалению, пока атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба, ветер северный 2 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду, но температура, в общем-то, очень приемлемая. 25-27 градусов мороза. Самое главное, без перепадов таких очень сильных, которые... Да, мы наконец-то перестали переключаться от минус 45 ночью до минус 20 днем. Сегодня стабильно, все в одном диапазоне. Это тоже хорошо, потому что кому-то такие перепады вредят. Ну, очень плохо себя люди чувствуют как раз вот про это. Метеочувствительность, метеозависимость, метеотропность. Вот так ученые называют один и тот же феномен, когда самочувствие человека меняется в зависимости от условий погоды. И, как утверждают медики, в основном метеозависимость связана с проблемами с сосудами. Поэтому для того, чтобы приостановить процесс старения организма и заодно уменьшить зависимость от погоды, надо поддерживать сосуды в тонусе. И лучший способ сделать это, конечно, физическая активность. Вот, поэтому давайте начнем прямо с утра. В эфире сделаем нашу утреннюю традиционную разминку. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-тренер. И сегодня наше утро начнется с бодрой, заряжающей кардиотренировки. И первое упражнение будет бег на месте для того, чтобы пробудить и зарядить наш организм. Бежим мы 30 секунд, коленочки тянем вперед и касаемся ладошек. Бежим мы 30 секунд по 4 подхода. Следующее упражнение это будут прыжки с приседа. Для этого мы выставляем ножки шире плеч, носочки диагонально, делаем вдох, присели и на выдохе выпрыгиваем. Тоже прыгаем 30 секунд по 4 подхода. Следующее упражнение – лыжня. Покажу боком, руки выводим наверх, делаем вдох и на выдохе мы отталкиваемся, поднимаемся на носочки. Как можно сильнее делать мах руками. Тоже выполняем 30 секунд, 4 подхода. Следующее упражнение – это активные выпады с касанием локтя. То есть мы делаем выпад и касаемся локтевого сустава. 30 секунд одна нога. 30 секунд выполняем на вторую ножку без отдыха. Выполняем таких 4 подхода по 30 секунд на каждую ногу. Между каждым подходом стоит немножко отдышаться, сделать вдох, выдох. И еще раз вдох, выдох. Как только восстановили дыхательную систему, приступаем к следующему подходу. Выполняйте такую кардиотренировку каждое утро, и ваш день будет заряжен и бодрый. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу.
Семейные мастерские заработают в этом году. В 44 регионах они помогут открыть свое дело людям с низкими доходами. В результате реализации проекта будет налажено сотрудничество, открывающее для малообеспеченных семей возможности для получения дополнительного заработка, включая создание собственного семейного бизнеса. Также за участие в программах добровольного страхования самозанятым хотят предоставить дополнительный бонус. Это может быть пониженный размер вознаграждения оператора посреднической цифровой платформы за оказание услуг самозанятому или скидки на стоимость их платных услуг. В Якутске стартовало большое совещание, посвященное будущему лесного хозяйства всего Дальнего Востока. Эксперты из регионов ДФО собрались, чтобы подвести итоги прошлого года и наметить задачи на следующий сезон. Участники обсуждают, как сделать работу лесничих эффективнее, чтобы быстрее реагировать на возгорание и лучше восстанавливать тайгу после вырубок. Особое внимание уделят цифровизации. Теперь информация о лесах будет храниться в единой электронной базе, что поможет сделать отрасль прозрачной и современной. С 1 января 2025 года запустили нашу информационную систему в ГИСЛК, которая как раз в настоящее время учитывает всю информацию о лесах. Это договора аренды, которые заключены в системе, отображаются. Это все сделки с древесиной. У нас электронный сопроводительный документ на транспортировку древесины с помощью этой системы формируется. То есть система, она очень важна для лесного сообщества. Мы уже видим, какие регионы, сколько загрузили данных, именно ретроспективных, которые должны были, соответственно, законодательством загрузить. Обсудим эти итоги 2025 года. Антимонопольная служба проверяет цены на огурцы в магазинах. Регулятор запросил у торговых сетей данные о динамике закупочных и розничных цен на огурцы, а также об объемах закупки и продаж. В случае необоснованных завышений служба примет антимонопольные меры. Отмечается, что сейчас ФАС изучает документы у производителей тепличных овощей. По данным Росстата, с февраля цены на огурцы в России выросли до 5,5%. При этом россияне сообщают о ценах на овощи под 600 рублей. В детской школе искусств открылась выставка картины юной художницы. Ученица Виолетта Крылова представила больше 20 работ. Среди них натюрморты, пейзажи, портретная архитектурная живопись. Особо выделяются картины, отражающие Якутию. Площадь Республики, городской аэропорт и природа Севера изображены глазами юной художницы. Работа над всеми произведениями проходила год под наставничеством преподавателя Антонины Шадриной, члена Союза художников России. Эта выставка проводится в течение 3 недель и приурочена к Году культуры в республике. Вдохновила на выставку, что еще год назад придумали. То есть не сразу, что сразу выставка. Нет, надо целый год думать. Накопить картины, нарисовать их, придумать, о чем картина будет говориться. Следовала по всем правилам, сдавала работы в срок. В процессе с добрыми людьми. В классе я почти что со всеми дружу, общаюсь, смеюсь. И не то, что когда я рисовала, мне было грустно. Наоборот, мне было весело. В Якутске проходит военизированная эстафета среди подразделений МВД и их подведомств. В соревнованиях в этом году принимает участие 21 команда из Якутска и близлежащих районов республики. Сама эстафета включает в себя прохождение 5 дисциплин на время. Пулевая стрельба, снаряжение магазина и сборка-разборка пистолета Макарова и автомата Калашникова, челночный бег и бег с грузом. Соревнования проходят в преддверии Дня защитника Отечества и проводятся уже более 20 лет. Военизированная эстафета у нас направлена на профессиональной подготовленности сотрудников, популяризация служебно-прикладных видов спорта и сплочение, конечно, коллектива, пропаганду здорового образа жизни. Каждым годом, конечно, участников становится больше, что радует это нас. Ну, на календаре 20 февраля совсем скоро мы будем отмечать День защитника Отечества. Праздник мужества, чести и верности долгу. В преддверии этой значимой даты мы хотим воспользоваться прекрасным случаем, чтобы сказать слова благодарности и, конечно, поздравить вас, дорогие мужчины, с наступающим праздником, пожелать вам благополучия, здоровья, чтобы рядом всегда были любящие и понимающие вас люди. Да. Ну, праздник нас ожидает через несколько дней, а сейчас давайте узнаем, какими событиями, датами богат день сегодняшний.
На календаре 20 февраля. Сегодня Всемирный день социальной справедливости. По народному календарю День Луки, Могучница. На Руси в День Луки было принято печь пироги, естественно, с луком. Этот день в истории. 20 февраля 1909 года опубликован первый манифест футуризма. В 1975 году в Советском Союзе учрежден День войск противовоздушной обороны. В 1986 году на космическую орбиту выведена научная станция «Мир». В этот день родились Белла Кун, венгерский советский политический деятель и журналист. Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления детка. Лев Даватор, советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза. Валентина Чузовская, театральный критик, журналист, отличник телевидения и радио Советского Союза. Евгений Драгунов, советский инструктор стрелкового оружия. И Елизавета Глинка, российский общественный деятель, правозащитник. Именины сегодня у Александра, Алексея и Петра. Вообще календарь все ближе к 23 февраля. Совсем скоро мы будем чествовать наших воинов, и уже в экспозициях музеев можно познакомиться с прекрасными работами художников, которые отражают их любовь к родине, которую они готовы защищать ценой собственной жизни. 23 февраля в России мы отмечаем День защитника Отечества, День воинской славы. В фондах и в экспозиции Национального художественного музея имеются картины художников, которые в годы войны сменили кисти на оружие и пошли защищать Родину. Сегодня мы через картину обратимся к истории жизни художника Евсея Евсеевича Моисеенко. Он родился в 1916 году в Белоруссии. Будучи мальчишкой, очень увлекался прозой Тургенева, читал Пушкина, Некрасова, Есенина. А с изобразительным искусством он познакомился через иллюстрации, которые печатались тогда в очень популярном журнале «Нива». И после окончания семилетки поступил в художественно-промышленное училище имени Калинина в Москве. По настоянию художника Бродского после он поступает в Ленинградский институт живописи, скульптуры, архитектуры и попадает к очень замечательному художнику, живописцу Осьмеркину. Но учебу прервала Великая Отечественная война. И он с первых дней ушел добровольцем в ополчение. Но, к сожалению, их отряд попадает в плен. Он был батраком у немцев, он был в лагере военнопленных в Латвии и провел 3 года в концлагере под Магдебургом, пока в 1945 году их не освободили союзные войска. После он продолжил воевать, но во время победы, после победы, вернее, он продолжает обучение в институте у своего учителя. И вот 50-е годы как раз приходится его расцвет. Он раскрылся как замечательный портретист. Эта тема ему очень близка, и он получает признание за серию картин на тему гражданской и Великой Отечественных войн. Перед нами портрет его кисти, портрет красноармейца. Вот мимо этой работы невозможно пройти равнодушно, она цепляет взгляд. Ведь в портрете самое важное — это взгляд и лицо человека. И как удалось передать художнику вот в этом лике столько скорби, страдания, понимания жизни. И не случайно художник выбирает такой тон, цвет, бурый с серым цветом смешивая. Дело в том, что сразу рождаются ассоциации: дождь, промозглость, озноб, страдание. Серый цвет — это цвет оружия, клинка, штыка. И необычайно выразительный и содержательный портрет. Сегодня мы отмечаем людей,
которые защищали Родину и которые сейчас стоят на страже нашей Родины. А время ваш облик вовек не состарит, и вы наша память, и совесть, и честь, и вас позабыть мы сегодня не вправе. У памяти этой наследники есть. Знаешь, кстати, без чего невозможна ни одна победа. Ну, ты знаешь, наверное, факторов очень много, но вот заметила в последнее время, что у мужчин такая привычка давать какие-нибудь имена своим машинам, автомобилям, даже оружию. Поэтому, полагаю, без техники, наверное, невозможно. Ну, верно. Автомобильный транспорт, особенно вот в республике, у нас это неофициально отмечает в этом году столетие. И наш эксперт Дмитрий Аргунов, как всегда, по пятницам рассказывает об экспонатах ретро-музея, который находится в микрорайоне Прометей. Очередь грузовиков. Главный грузовик Победы, так его еще называют, это полуторка. История вещей с Дмитрием Аргуновым узнаем подробнее и получше про эту полуторку. Простенький грузовик ГАЗ-АА, получивший за грузоподъемность в 1,5 тонны прозвище «Полуторка», повез Советский Союз социализм в паре с московским ровесником по имени ЗИС-5, который называли трехтонкой. Оба автомобиля имели американские корни. ЗИС родился от грузовика «Аутокар», ГАЗ – урожденный «Форд». Оба стали первыми массовыми грузовиками Советского Союза. Для производства, в том числе грузовиков, в Нижнем Новгороде практически в чистом поле возвели огромный, невиданный в стране автозавод. Но первые советские полуторки появились еще до завершения грандиозного строительства, только звали их пока «Форд АА». В январе 1932 года грузовики стали сходить с конвейера в Нижнем Новгороде под именем НАС-АА. Так началась длинная, сложная и интересная жизнь первой советской полуторки. Главный принцип конструкции ГАЗ-АА – простота. С ней связана и низкая масса. Ничего лишнего в прямом и в переносном смысле. Американские инженеры явно исходили из постулата: меньше самых простых узлов и деталей, дешевле и надежнее конструкция. Нижнеклапанный двигатель рабочим объемом 3,3 литра развивал всего 40 лошадиных сил при количестве оборотов 2400. Крейсерская скорость не больше 50 км в час. Степень сжатия 4,2, поэтому мотор переваривал практически любую жидкость, напоминающую бензин. А поступает эта жидкость к карбюратору с восходящим потоком самотеком, без насоса, который ввиду отсутствия не ломается. Но в Советском Союзе в систему питания добавили воздушный фильтр с маслом в качестве фильтрующего элемента. Горьковский автозавод работал всю войну на своем месте, в отличие от других, которые эвакуировали вглубь страны. В Якутии полуторка, кроме реальных дел, отметилась еще и в кинематографе. Данный экспонат снимался в фильме Дмитрия Кольцова «Рядовой Чарин». В этом же проекте участвовал и главный хранитель ретро-музея Ярослав Арбугин. С помощью компьютера автомобили размножились, создавая эффект автоколонны. Такой вот он, трудяга Победы, один из самых массовых грузовиков военного времени – полуторка. Всегда удивительно что-то новое узнать, особенно для женской половины о технике, да? Но в канун самого мужественного праздника Дня защитника Отечества всюду строим с песней маршрут «Самые юные россияне». В Алдане, в Тамоте и в Нижнем Куранахе смотры конкурсы прошли как среди школьников, так и среди дошколят. Малыши продемонстрировали не только силу и выдержку, но также находчивость и хорошие знания основ ратного дела. Готовность защищать Родину у мальчишек и девчонок несомненно, и в этом убедились наши коллеги. По-военному четко зазвучали приказы командиров отрядов. Спортзал Алданского корта превратился в армейский плац, где строевую подготовку, силу и выдержку продемонстрировали самые юные защитники Отечества. Готовность защищать Родину дошколята показали в ежегодном смотре-конкурсе «Песни из строя». Здорово, что мы продолжаем это все вести. И каждый год все больше и больше, между прочим, детских садов. И у них как-то такой азарт уже появляется. Мне кажется, они готовятся, только выступали, новенькие пришли, они уже заново готовятся. И здорово, что мы его проводим, потому что все-таки это мобилизует и каким-то образом одна из частей патриотического воспитания. В этом году смотр включил 3 номинации – строевую подготовку, интеллектуальную викторину и выполнение боевого задания. В штаб требовалось доставить важный груз. Силой, выносливостью и ловкостью померились команды из 9 детских садов.
Настрой позитивный, мы настроены на самый лучший результат. Ребята очень готовились на протяжении долгого времени, старались, маршировали. Настроение отличное. Нас пришли поддержать наши педагоги, наши родители. Ну и мы хотим победить. После торжественного построения и парада ребятам предстояло помериться силами в различных испытаниях, как на уровень физической подготовки, так и на находчивость и знания. Послабления в ратном деле недопустимы, и подготовка малышей оценивалась серьезно. Моральную поддержку маленьким защитникам Отечества обеспечили педагоги и родители. Настроение положительное просто. Они все заряжены и надеюсь, что все пройдет хорошо. И атмосфера прям такая дружелюбная, радужная. Да? Все дети очень красиво, в красивых костюмах. В любом случае видно, что организовано прям очень все на высшем уровне. Последний месяц зимы в учреждениях образования традиционно становится богатым на значимые события, интересные беседы и яркие встречи. В настоящее время идет месячник патриотического воспитания. Смотр строя и песни является наиболее масштабным торжественным событием. В рамках патриотического воспитания наши педагоги проводят различные благотворительные акции. На группах уголки патриотического воспитания. У нас замечательный музей в детском саду, где тоже организована педагогами выставка по патриотическому воспитанию. Следует отметить, что нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения остается в приоритете. Разноплановая работа в этом направлении ведется в каждом учреждении образования в течение года. Если скажу даже за своего сына, он у меня каждый день почти ходит и поет гимн России. То есть он уже в свой возраст уже знает его. То есть у нас именно патриотическое воспитание очень хорошо развито в нашем садике. То есть наши педагоги стараются нашим детям с самого рождения внедрить это в обычный, привычный образ жизни. В смотре дошколята показали глубокие знания военного дела и высокий уровень физической подготовки. Победители определились в множестве номинаций. Несомненно, к защите Родины мальчишки и девчонки готовы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну скажи, бывает же вот такой случай в жизни, да, вот человек вроде работал всю жизнь на одной работе, потом в какой-то момент чего-то своего захотел. И при этом страшно ему, нету денег, опыта нету, и вообще с чего в таком случае начинать? Ой, это прям, на самом деле, больная тема сейчас для современности. Особенно для тех, кто привык полагаться только на себя. Но представь, ты приходишь на бесплатные курсы, и тебе за 5 дней раскладывают по полочкам. Вот тебе юрист, вот бухгалтер, вот бизнес-тренер, вот тебе идеи. Красота. А если еще и денег дадут на старт? Звучит как сказка, но однако это реальность. Да, и называется это сказка-программа «Свое дело 14». Она создана специально для участников специальной военной операции и их семей, чтобы помочь нашим защитникам и их близким найти себя в мирной жизни и встать на ноги. Как попасть в программу, кому точно она подойдет, и можно ли там выиграть те самые деньги на свое дело, расскажет нам об этом Анна Филиппова, начальник отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес». Доброе утро. Доброе утро. Итак, какие знания и навыки получат участники программы по итогам обучения? Хотелось бы вначале поздравить наших мужчин, защитников Отечества с предстоящим наступающим праздником 23 февраля, Днем защитника Отечества. И очень приятно именно в преддверии этого праздника пригласить участников СВО, членов их семей. Это могут быть супруга, супруги, дети с 14 лет, прямые родственники мамы, папы, участников СВО на участие в образовательной программе «Свое дело 14» от Центра «Мой бизнес». Эта программа предназначена для того, чтобы привить или обучить, познакомить с навыками ведения предпринимательской деятельности, на которой участники, подавшие заявку, могут свою бизнес-идею, которую они вынашивают, имеют в замыслах, закончить, оформить в виде бизнес-плана, защитить ее, и, соответственно, определяется один победитель, который получает грант в размере 200 тысяч рублей на старте развития своего бизнеса. В течение этого обучения не только, скажем так, теории, да, это и тренинги, это и практические формы обучения, знакомство с опытом успешных предпринимателей, это проведение мастер-классов, бизнес-визиты
и много других интересных форматов во время проведения очной программы. Хочу напомнить, что программа пройдет у нас в марте, 16 по 20 число. И приглашаю активно принять участие, подать заявку до 1 марта. То есть 1 это включительно или 1 марта уже заявку подать нельзя? 1 марта включительно, да. Спасибо большое. Ну, вот даже по фотографии видно, что так активно участвуют, да, отзываются. Да, в прошлом году мы провели 2 программы. Это в мае и в ноябре. Приняло участие всего 42 человека в прошлом году. И надо сказать, что многие открыли свой бизнес. То есть вот те знания, компетенции, которые они получили в ходе обучения, они им пригодились в жизни. И мы очень рады это за самое их лучшее, успехи. да, оценка. Да, конечно. А вот после самой вот этой программы, ну, мы узнали, что там лучший бизнес-план, лучший проект получит грант на развитие и так далее. А все-таки после завершения программы какая-то поддержка дальше оказывается участникам? Если мы говорим о программах прошлого года, то по итогу участникам прикреплялись наставники из ряда ведущих предпринимателей, из ряда руководителей органов исполнительной власти, которые помогали и вели, консультировали, каким-то образом помогали продвигать и развивать их бизнес. Этот опыт у нас есть. Далее Центр «Мой бизнес» оказывает другие виды услуги. Например, есть бизнес-экскурсии. То есть это не просто вот пришел, познакомился, а на определенный промежуток времени, на неделю, на 2 погружения в производственную среду того направления, в котором вот участник, например, специальной военной операции хочет открыть свой бизнес. Вся эта информация у нас подробно изложена на нашем портале русскими буквами «Мой бизнес 14.рф» набирается, и вы попадаете на этот портал. Либо в нашем телеграм-канале, который тоже можно посмотреть. Так что информация везде доступна. У наших УЛУСах есть наши коллеги, это заведующие обособленными подразделениями, представители центра «Мой бизнес». Туда тоже можно обращаться и получить всю информацию. Ой, прошу прощения. А вот на местах можно, то есть кто-то успевает зарегистрироваться, кто-то обладает, особенно старшее поколение родителей, да, знаниями, кто-то нет цифровых технологий. Вот могут ли они к вам подойти и на месте зарегистрироваться? Да, конечно, это тоже вот как раз и в УЛУСах это могут оказать помощь наши коллеги, заведующие обособленными подразделениями центра «Мой бизнес». А в городе Якутске у нас 2 фронт-офиса. Это фронт-офис на Кирова 18Б, около кинотеатра «Синема», либо у нас в административном корпусе это переулок Энергетиков 2А. Вот мы также сказали, что программа она ориентирована в том числе на членов семей, участников специальной военной операции. И туда же входят и дети до 14 лет. То есть у нас... 14. С 14 лет. То есть до совершеннолетия, в принципе, возможно открыть бизнес. Да, конечно. То есть у нас закон позволяет с 14 лет зарегистрироваться как самозанятый или как индивидуальный предприниматель. Конечно же, в первые годы это с разрешения родителей. Далее с 16 лет можно уже вести самостоятельную деятельность. Ну, то есть ничего не препятствует им тоже выбрать. Конечно, да. Очень здорово. Один из путей самореализации, развития в этой жизни. Ну что, спасибо большое за информацию полезную. Берите на заметку, наши зрители дорогие. До 1 марта есть время подать заявку, зарегистрироваться и, возможно, как минимум, получите бесценный опыт. Да, самое главное, да, знания, которые вам Да, обязательно пригодятся. Надо сказать, что сертификат, который получат участники, по нему можно получить льготный займ в фонде развития предпринимательства, развития бизнеса. Это тоже очень важно. Вот, а вам желаем успехов в вашей работе дальнейшей. Спасибо. Вот. Вопреки вообще сложившемуся мнению о высокой финансовой грамотности подрастающего поколения, российские подростки не умеют распоряжаться деньгами. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики. Несмотря на то, что они с легкостью оперируют такими понятиями, как банковские карты, инвестиции, криптовалюты и прочее, многие из них знакомы с этим лишь на словах. Поэтому вопросы повсеместного внедрения в школы уроков финансовой грамотности как никогда актуальны. А вот в школе номер 32 города Якутска с финансовой грамотностью школьников все в порядке. Там уже не первый год ведутся уроки, направленные не только на финграмотность, но и на знания в сфере бизнеса. На одном из них побывала наша съемочная группа. СОЖ 32, город
Якутск. Пару кликов, и ученики попадают на онлайн-урок по финансовой грамотности, который проводят эксперты Высшей школы экономики, Мосбиржи, Банка России и других финансовых организаций. Сейчас очень удобно время, то что даже под наш город Якутск уже они построены, эти все онлайн-уроки. И в любой момент, когда, допустим, у меня уроки по финансовой грамотности у 5-7 класса, я могу подкорректировать и взять элементы. Не имеется в виду, что весь урок 40 минут, а именно элемент какой-то, и поучаствовать в интерактиве. Темы каждый раз разные. Сегодня речь идет об инвестициях. Пишите, пожалуйста, ваш ответ. У вас есть 1 минута, чтобы ответить на вопрос. Зачем вы инвестируете? Именно интерактив и соревновательный дух особенно нравится подросткам. Они поучаствовали в интерактиве и боролись за место. И знаете, для них с 31-го места дойти до 11-го, они прям в ладоши себе хлопали, аплодисментов столько. Материалы, которые эксперты готовят для школьников, можно посмотреть в прямом эфире полностью, частично или в записи. Каждый решает сам. Модули разнообразные. Личные финансы, страхование, инвестирование и многое другое. Уроки финансовой грамотности мне дают знания о том, как нужно распределять свои финансы, доходы, расходы, вообще вот. Финансовая грамотность, она в жизни пригодится, чтобы семейный бюджет в будущем распределять, ну или свой личный. Максим Прокопьев учится в 9 классе, но уже знает, что будущее будет связано с предпринимательством. В будущем, после окончания школы, от думы открыть ИП, а самому открыть свое дело. Эти знания мне помогут. И не только теоретические знания получают в этой школе. Во время каникул ребята вместе со своей учительницей знакомятся с лучшими практиками предпринимательства. И личные истории бизнесменов, как ничто другое, вдохновляют подростков. Предпринимательство – это довольно интересно, и хотелось бы начать этим заниматься. Я бы, наверное, взяла в пример то, как они начали свой бизнес, как они его развивали и какие кризисы они пережили, чтобы не повторить этого. Москва, Питер, Хабаровск. Задания ребята выполняют и во время поездок. И мы еще в конце вот нашей поездки прям сидим дружно и отмечаем, кто сколько денег потратил, и где можно было сэкономить, а где я вот оказался транширой. Так, знания теоретические подкрепляются практикой. И сомнений нет, что из этих ребят вырастут в будущем, если не финансисты и предприниматели, но обязательно грамотные специалисты. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Якутск. Вот, ну, между тем, в самом Китае в разгаре празднования Нового года по лунному календарю. Человекоподобные роботы выступили на гала-концерте в Пекине в честь китайского Нового года. На кадрах андроиды демонстрируют элементы боевого искусства и владения оружием, а также выполняют сложные акробатические движения. Шоу CMG, известно как Чунь-Юнь, является неотъемлемой частью праздника весны. Оно проводится на территории КНР с 1983 года и признано Книгой рекордов Гиннесса самой популярной телепрограммой в мире. Китайский Новый год считается одним из главных праздников в стране. Подготовка к нему занимает у жителей несколько недель, а сами гуляния нередко длятся более половины месяца. Каждый наступающий период имеет свой символ в виде животного, а также соответствует определенной стихии и цвету. В 2026 праздник продлится до 3 марта и знаменуется началом года Красной огненной лошади. Ну вот. Ну, слушай, ну потрясающие роботы на самом деле. Мне кажется, местами уже не уступают человеку. Да, и от этого и страшно, учитывая, что как их там сейчас 8 штук нунчаками махало, а нунчаки считаются одним из, наверное, самых опасных видов оружия. И мы все помним, я каждый раз, когда мы говорим что-то про андроидов и искусственный интеллект, я всегда вспоминаю фильм «Терминатор», как бы с нунчаками в руках, как будто бы это будущее становится еще ближе. Ну, знаешь, мне кажется, пока что все-таки далековато, но вот надо сказать, там в спаррингах ребята стояли, очень классно отрабатывать движения и соответственно... Ну вот, кстати, да, об этом тоже как вариант в спорт внедрять. Да, в То спорт есть внедрять единоборство, как бы отрабатывать. Я все жду, когда появится в танцах. В танцах. У нас решили
решится проблема с партнерами. Роботов. Ну, я, кстати, наслышан, что в танцах, как правило, мужчин не хватает, поэтому... Да, и поэтому всегда очень приятно вообще видеть области, где мужчины доминируют, и одна из этих областей — это, конечно, кулинария, да? Лучший шеф-повар у нас по-прежнему считается, что это мужчины, поэтому продолжаем тему китайского Нового года. Хотим предложить вам приготовить национальное блюдо в исполнении гостя нашей республики из Китайской Народной Республики. Доброе утро! У нас сегодня на кухне гость, китайский студент. Его зовут Цихан, и он будет накануне китайского Нового года готовить свинину. Здравствуйте, меня зовут Цихан, я художник. И совсем скоро будет китайский Новый год. Сегодня я хочу представить одно из самых известных блюд в Китае, которое подается в Новый китайский год. Я хочу представить народу Якутии это блюдо и хочу научить вас, как его готовить. Сначала мы разделяем свинину на меньшие кусочки, на меньшие куски. Мы режем свинину на маленькие кубики, вот примерно такого размера. Это блюдо готовится во всей стране, во всем Китае. Она одна из самых классических. Каждая семья знает, как его готовить. Главное достоинство этого блюда — то, что используется совсем небольшое количество специй, в отличие от всех остальных китайских блюд, и каждый может его повторить. Мы должны положить свинину в сковородку с холодной водой, чтобы очистить ее, чтобы убрать неприятный запах. Так что я кладу свинину на большой огонь в холодную воду на 4-5 минут. Вместе со свининой я кладу еще зеленый лук. Небольшой кусочек имбиря. Очищаем имбирь от кожуры. Вытаскиваем каждый кусочек, промываем в этой воде и убираем от налета. В Китае мы обычно используем такого вида сковородок. Мы должны полностью прогреть сковородку перед тем, как добавлять масло. Самые обычные специи мы используем корицу. Как только я почувствую жар от сковородки, я добавляю масло. Готовим на среднем огне каждый кусочек, пока они не пожелтеют. Как только на свинине образовалась корочка, мы убираем свинину из сковородки. Теперь добавляем в сковородку каменную сахар и растапливаем на маленьком огне. И перемешиваю с жиром от свинины. Эта часть приготовления нужна для того, чтобы создать характерную глазурь. Как только сахар станет коричневым, мы убираем огонь и продолжаем вымешивать. Как только сахар превратится в более густую карамель, мы добавляем свинину. Так мы добавляем одну палочку корицы, добавляем имбирь и добавляем соевый соус. Обязательно вода должна быть горячей, но не кипящей и обязательно не холодной. Вода должна немного покрывать свинину. И снова добавляем немного зеленого свежего лука. Мы накрываем сковородку крышкой и варим 20-30 минут. Зависит от того, насколько мягкую свинину вы хотите.
Мы благодарим нашего китайского гостя, поздравляем его с наступающим Восточным Новым годом. А у якутов лошадь, она священна. И я дарю такой сувенир. Цихан, it's for you. Всем спасибо. С наступающим китайским Новым годом. Вот, кстати, прокачка кулинарных навыков одна из возможных вариаций, что делать, когда много свободного времени. Тем не менее... Явно задумался, как это приготовить, я поняла. Да. Но вообще часто говорят, вот выйду на пенсию и заживу. А когда момент наступает, многие вдруг теряются. Внутренний голос шепчет, а что дальше? Я теперь вообще кому-то нужен? Ну, знакомо, если вам, то сегодня мы как раз в этом вопросе хотим и разобраться. У нас в гостях клинический психолог Республиканского комплексного центра социального обслуживания Кеней Вензель. Доброе утро. Доброе утро. Ну, сразу хочется спросить, вот какая работа ведется по активному долголетию граждан, проживающих пожилого возраста в вашем центре? То есть у вас свой центр, вот как помогаете людям? Ну, наш центр оказывает всестороннюю помощь инвалидам, одиноко проживающим пожилым людям. Оказываем такие услуги, как социально-бытовые, социально-психологические, социально-юридические, социально-медицинские. И вот под руководством нашего директора Пахомовой Натальи Николаевны эффективно реализуется программа «Активное долголетие». И сегодня у нас успешно работают такие проекты. Это, во-первых, отделение дневного пребывания РЧИМ, где любой пенсионер может пройти социальную адаптацию и социальную терапию. Там проводятся различные оздоровительные и досуговые мероприятия. Также при нашем центре работает школа третьего возраста, где тоже любой пенсионер может посещать кружки по интересам. И также работает кабинет «Незабудка» по профилактике деменции и когнитивных нарушений у пожилых людей. Ну, такая, получается, всесторонняя Да, помощь. там тоже проводятся практические занятия психологом. Кроме этого, наши получатели социальных услуг – это инвалиды и одиноко проживающие пожилые люди, которые не могут выйти из дома. Им оказывается психологическая помощь в виде индивидуальных психологических консультаций на дому. Психолог к ним приходит на дом. И вот такие индивидуальные консультации, они полезны тем людям, которые испытывают стресс, страхи, какие-либо там тревожности, депрессию, может быть, утрату, и другие кризисные ситуации. Вот. И еще наши социальные работники, каждый, реализует свои социальные проекты. Например, это зарядка на дому, гимнастика ума, книголюб, осторожно мошенники, преображение и многое другое. И вот такие социальные проекты, они не только украшают жизнь наших подопечных, но и поддерживают их здоровье и психоэмоциональное состояние. Вообще, в целом, самое важное еще вот с выходом на пенсию, конечно, найти какое-то занятие себе. Да, вот есть клубы, школы третьего возраста и так далее, но не все, что можно делать в мире, представлено в школах третьего возраста, будем откровенны. А как человеку понять, что действительно, чем ему хочется заниматься, и чтобы, я вот на это буду тратить свое свободное время? Ну, есть несколько способов. Вот первый способ. Вы можете задать себе вопрос, а что вам нравится? Что приносит вам радость, от чего у вас поднимается настроение. И вот этот ответ, который придет вам сразу, это и будет для вас позитивный ресурс. Есть еще способ. Это способ как тестирование. То есть вам надо попробовать различные занятия. Не обязательно куда-то ходить, можно и дома, онлайн бывают занятия, что-то самим подсмотреть. Вот, попробовать, а потом уже выбрать себе по душе занятие. Ну, то есть вы так выберете свое хобби. И еще есть способ – это осуществить свою мечту. Вспомните, может быть, вы раньше мечтали о чем-то, может быть, в детстве мечтали, например, научиться играть в шахматы, вязать, танцевать, петь, и так далее. И вот, если вы попробуете такие способы, вы обязательно найдете свое любимое дело и увлечение.
Ну вот еще другой вопрос с выхода на пенсию, это, конечно, смена режима дня, потому что привыкаешь за много-много лет рабочих, утром по будильнику, вечером спать, а потом вот как-то вот. Ну, сложно подобрать да. график. Как вы сделаете свой график, подойти к нему по-новому, с учетом того, что у тебя больше свободного времени? Да, есть такие трудности, но нужно здесь помнить, что вообще любому человеку, особенно пожилому человеку, нужен режим дня и режим сна, потому что от этого зависит его здоровье. И его физическое здоровье, и также психоэмоциональное. И поэтому вот здоровый сон – это очень важно. Человек должен спать примерно 7-8 часов для того, чтобы функционировал нормально наш мозг. Поэтому обязательно нужно соблюдать распорядок дня, режим сна, обязательно включать физическую активность, такие как, допустим, зарядка, прогулки, особенно сейчас уже скоро весна, пожилым людям нужно выходить, хотя бы 30 минут подышать свежим воздухом. Плюс еще включать интеллектуальную нагрузку, конечно же, чтобы тренировать наш мозг. А это могут быть различные упражнения по тренировке мозга, например, упражнения из нейробики, пальчиковая гимнастика, плюс это ваши же увлечения, допустим, какие-то хобби. Плюс это могут быть и просто дома, допустим, дела какие-то домашние. Это тоже все тренирует мозг. Плюс настольные игры сюда можем отнести и многое другое. То есть физическая, интеллектуальная нагрузка должна быть обязательно. Обязательно нужно, чтобы досуг был у вас разнообразный, интересный. Тогда и сон будет хороший. И обязательно составить такой для себя удобный распорядок дня. Тогда будет все хорошо. Ну, чтобы он не повторялся, чтобы было интересно. Да, было интересно. Разнообразно. Давайте повторим, с чего начать, чтобы попасть в ваш центр? Наш центр, если кому-то интересно, стало, обращайтесь в управление социальной защиты. Там обязательно вам все объяснят, расскажут, дадут контакты. А могут ли обратиться родные и близкие? То есть бывает, что пожилые люди как-то уходят в депрессию, ничего не хотят, то есть можно им обратиться? Да, я работаю и с родными, с родственниками. Но попасть все равно имеет смысл через фонды социальной защиты. Через управление социальной защиты. Спасибо большое за... Интересная тема, на самом деле, Очень, потому что она потому что она важна нашим телезрителям и близким людям. Она всех ждет, в конце концов, самое главное это время. И, это, кстати, прекрасное время, потому что огромное количество свободного времени, которым можно распоряжаться провести с пользой для себя и для других. Да. Вам еще раз спасибо, успехов в вашей работе. Спасибо большое. А мы далее готовимся узнать полезную информацию, не полезную информацию, а свежие новости от наших коллег из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Минпросвещение введет профильный ЕГЭ в педвузах. При поступлении на педагогические направления по профилям математика, физика, астрономия, информатика, химия, биология, русский язык и литература больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уверен, что такие изменения будут способствовать подготовке сильных и мотивированных специалистов. Приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию с 2027 года. Совет Федерации одобрил закон о повышении качества детского отдыха. Теперь региональные межведомственные комиссии по организации детского отдыха будут возглавлять главы субъектов, а в их составы включат представителей органов здравоохранения. Это продолжение системы работы, начатой в 2018 году. На текущем этапе идет 6-й этап программы модернизации инфраструктуры. В 2026-м планируется построить и реконструировать 120 объектов в 44 регионах. По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации Галины Кареловой, новые меры усилят контроль и персональную ответственность, что повысит безопасность отдыха и эффективность поддержки профильных организаций.
В Якутске состоялся итоговый день февральского совещания педагогов. В его рамках презентовали методическое пособие «Священный якутский язык Алгыстах Сахамтылак», в которое вошли лучшие разработки по обучению якутскому языку, литературе и национальной культуре. Также организована выставка методических практик. Свои проекты представили более 10 школ и дошкольные учреждения. На пленарном заседании участники обсудили стратегические задачи и приоритеты развития столичного образования на ближайший год. В нашем детском саду функционируют 2 группы старшего дошкольного возраста с якутским языком обучения. Данные группы очень актуальны и востребованы родителями и открываются по запросу семьи. В следующем учебном году в нашем детском саду будет открыта группа с родным языком обучения для детей с 2 лет. На выставке нами представлены методические разработки педагогов, авторские игры и пособия для работы с детьми по обучению якутскому языку и национальной культуре. По итогам успешных выступлений на всероссийских соревнованиях и высоких результатов в национальном рейтинге якутские спортсменки включены в состав сборной России по гонкам дронов. В числе тех, кто получил право выступать за страну на международном уровне, Сутакова Сардана и Антоева Уйгулана. Ранее спортсменки становились призерами всероссийских турниров, а также успешно представляли регион на чемпионатах федерального округа. Несмотря на то, что девушки занимаются этим видом спорта всего год, они уже показывают высокие результаты на соревнованиях. В целом мне очень нравятся соревнования, мне нравится, как они проводятся, мне нравятся эмоции, которые я испытываю при полете, и вообще мне нравится социализация, общаться с разными пилотами. Я буду представлять Россию, это очень хорошо, тем более я занимаюсь только год, мне кажется, это большой успех. Главное не сдаваться и всегда идти вперед. В Петербурге в Российском этнографическом музее провели международную премию «Фолк-звезда» и выставку декоративно-прикладного искусства «Снежные узоры Якутии». Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Среди участников Москва, Пермский край, Ленобласть, Нижний Новгород, разные народы многонациональной страны. Якутию представили мастера и коллективы из Якутска, а также Аймяконского, Устьянского, Жиганского и Чурапчинского районов. Всех участников объединил танец осохой. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Вот ровно на этом моменте мы готовы завершить наш эфир, но пока еще не все. Ну, конечно, хочется сказать, дорогие мужчины, поздравляем вас с наступающим праздником, желаем вам здоровья, хорошего настроения, чтобы было всегда стремление к достижению новых высот, ну и мирного неба над головой. Наверное, чтобы высоты эти достигались в конечном счете. Ну и не забываем, что Масленичная неделя, поэтому кто не мужчина, кого не поздравляю с Днем Защитника Отечества, всех можем поздравить с Масленицей, тоже наступающей. Масленичная неделя подходит к концу. В общем, гуляний вам, радости, праздников, и увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч! Небо пораньше, я зарылась в одеяло, но достаю всех своих подруг и говорю, все будет хорошо. Ветер стрепал несчастные волосы, старый утюг оставил на одежде полосы. Кофе непречно разлилась по ботинку, но мне все равно, я пойду на вечеринку. Буду танцевать и буду танцевать. И в городе, в мире катастрофический бардак, но это вовсе не повод не танцевать.
чайник снова, но недоволен, но все по-прежнему не так уж плохо. Ветер растрепал нечесанные волосы, старый утюг оставил надежды полосы. Кофе непречно разлилось по ботинку, но мне все равно, я пойду на вечеринку.